Социальные сети уже давно вошли в нашу жизнь. Сегодня они позволяют не только общаться на расстоянии, получать новую информацию, но и оперативно решать насущные проблемы. Жители Коми активно сигнализируют о них в тематических пабликах и на своих личных страницах. Как работает механизм общения с властью онлайн, расскажет Ксения Лосева. На днях на просторах интернета, а если быть точнее, в одной из групп социальной сети ВКонтакте появились неприятные фотографии. Разбросанный по зеленой траве мусор, переполненные контейнеры и летающие неподалеку голуби оказались родом из Ухты. Один из жителей города рассказал о свалке, которая потихоньку захватывает территорию рядом с детским садом. Ужас рядом с детским садиком. Возле дома юбилейная, дом 7. Деньги за вывоз мусора люди платят, а деньги уходят кому-то в карман, не выполняя своих обязанностей. Подписчики в комментариях поделились. Раньше такого на этой территории не было. Дворники 2 раза в день убирали площадку. На сигнал тут же отреагировал Центр управления регионом. Оказалось, бункер для крупногабаритных отходов около детского сада номер 93 недавно был демонтирован. После обращения региональный оператор «Севера» вывез отходы из контейнеров, а силами предприятия «Ухта Спецавтодор» привел в нормативное состояние контейнерную площадку и прилегающую к ней территорию. У нас установлены контейнеры в количестве 6 штук. Вывоз их осуществляется ежедневно. В прошлую пятницу выезжали на место, смотрели, была проблема с одним контейнером. Он был дырявый, пришел в негодность. В тот же день этот контейнер заменили, но основная проблема там с установленным бункером для крупногабаритных отходов. Он расположен таким образом, что примыкает к стоянке, и часто не можем вывести этот бункер по причине стоящих автомобилей. Неразбериху около контейнеров отчасти создают и сами жители. В бункер бросают не только крупногабаритные отходы, но и твердые коммунальные. Кроме того, нередко в контейнере оказывается и просрочка из соседнего детского сада, а это неминуемо привлекает к площадке крыс. Вопрос о возможном возврате или не возврате бункера решат уже совсем скоро. К слову, также быстро на этой неделе удалось уладить и еще одну проблему уже в Сыктывкаре. Жители домов по улице Петрозаводская оказались в транспортной западне. Дорога, по которой можно было выбраться со двора, пришла в полную негодность. Добрый день. Можно ли как-то отсыпать данный участок дороги? Выезд на Октябрьский проспект перекрыт. Люди ближайших домов, Петрозаводская 29, 27, 33, едут через июнь на работу и с работы. Нам доступна только одна полоса, так как вторая разбита, и легковые автомобили не могут по ней проехать. Бывает, что из-за этого не можем разъехаться, легковым просто некуда съехать. Прошу вас помочь нам в данном вопросе. И здесь реакция не заставила себя долго ждать. Заявка на отсыпку асфальтовой крошкой данного участка была подана в МКП «Дорожное хозяйство» со сроком исполнения до 9.06.2021. Еще совсем недавно проехать по этому участку было невозможно. Колдобины останавливали не только водителей автотранспорта, но и пешеходов. Ямы оперативно засыпали. Теперь, как говорят жители близлежащих домов, добираться до города стало гораздо комфортнее. Миф о том, что ничего не изменится и никто ничего не решает, уже давно в прошлом. Сегодня все больше людей готовы активно участвовать в улучшении жизни вокруг. Примеры тому и комфортная городская среда, и народный бюджет, когда жители сами разрабатывают проекты благоустройства, проводят собрания и даже вкладывают личные средства. Как итог, их идеи затем превращаются в реальные изменения. Ксения Лосева, Виктория Науменко, Дмитрий Ведерников, Павел Лагутин, телеканал Юрка.